Бурные дискуссии у депутатов Госсовета Коми вызвал вопрос сокращения сроков первых взносов за капремонт для жильцов новостроек. Минстрой Республики предлагает ввести сборы для них уже через 2 года после ввода жилья в эксплуатацию. Парламентарии эту инициативу не поддержали. Полемика разгорелась на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, где и обсуждали проект закона о капремонте в Коми. К чему пришли, знает Елена Кононова. В повестке комиссии по ЖКХ в Госсовете Коми 5 вопросов, но лишь один вызывает среди участников заседания бурную полемику. Минстрой Коми предлагают утвердить новый срок введения оплаты за капремонт жильцам новостроек. Вместо нынешних 5 лет – 2 года. А все для того, чтобы собственники новых апартаментов смогли успеть накопить нужную сумму к тому времени, когда понадобится дому первый капитальный ремонт. Как сегодня показывает практика, с собиранием средств у регоператора проблемы. И дело даже не в том, что далеко не все вносят взносы исправно. Проблема в самой сумме. Она слишком мала. Люди стали видеть, что работы выполняются, и они спрашивают, почему делается у них, а не у нас. А мы объясняем, что взнос вот такой, вы должны собирать. Примите решение, вы сами на своем собрании собирайте больше. Они же этого не делают. Поэтому надо это делать отсюда. Именно со стороны государства. Поэтому оставлять это все на самотеке, и, как говорит правильно прокуратура, что регпрограмма не будет выполняться. Собственники сами таких решений не примут. Впрочем, парламентарии считают, 2 года – это слишком мало. Ведь новостройки все чаще покупают молодые семьи, которым 15-20 лет приходится выплачивать ипотеку. А тут на них ложится еще и дополнительная платежная нагрузка. В среднем за 3 года сумма выйдет немалой – от 11 до 15 тысяч рублей. Мы каждый день с вами говорим о том, что новые меры соцподдержки надо, чтобы не уезжали с республики. И тут же мы сами говорим, но добавляем. Но аргументы профильного ведомства железные. Все это вынужденные меры, в том числе и повышение размера взносов на капремонт. Иначе программу можно будет попросту похоронить. И в результате республика получит, как отмечает министр, взрывной рост аварийных домов. А потому депутаты с доводами все же соглашаются. С оговоркой: срок отсрочки платы для новостроек не 2 года, а 4. Снижение срока для, скажем так, новых домов, да, ну, оно, конечно, спорное, да, казалось бы, новый дом, да, он там действительно 5 лет там, спокойно может эксплуатироваться, там, капремонт ему не нужен и так далее. Но мы же понимаем, что мы все ответственные люди, все ответственные собственники, мы должны все равно понимать, что этот фонд надо накапливать, потому что рано или поздно, если дом большой тем более, да, какие-то ну, конструктивные элементы, там, кровли и так далее, может выходить из строя. Необходимо наладить и саму систему работы фонда. Ведь главная проблема все же не в том, что люди не хотят платить, и даже не в размере взноса. Жители республики хотят быть уверенными, что их дом будет обязательно отремонтирован в установленные сроки, причем ответственным подрядчикам, без задержек и переделок. Пока же бывает нарекания. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.